Маша Вова, Шавега, Сюрет и Кривель, Аят Маша Вова. Маша Худели, Масарна, Масера. Сегодня у нас очередной стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 199-й стрим. Он у нас, как обычно, он должен был быть вчера во вторник, но сегодня мы перенесли вчера на среду на сегодня, и он у нас на чеченском и русских языках, на русском языках. Все мы будем, Аят будет отвечать на русском языке, если вы задаете вопрос на русском, если на чеченском, соответственно, на чеченском. Сегодняшний стрим называется «Идигов», двоеточие, ВСУ наступает, ФСБ усиливает репрессии в Чеченской Республике Ичкерия. Сегодня 18 февраля 2026 года, 19 часов 37 минут по Брюсселю и 21 час 37 минут по городу Джохар. Друзья, извиняюсь за опоздание. И хотел бы напомнить, как обычно, всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не ставьте лайки и не пишите комментарии. Это для вас небезопасно. Смотреть пока, по крайней мере, так говорят, безопасно. Информация нужна. И стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Telegram, а также на странице на моем канале Reality и на канале TikTok. И, как обычно, я передаю слово Аяду Идигову, сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и постоянному соведущему со мной вот этой платформы. Аяд, вам слово. Ассаламу алейкум, хабиб махкой. Махлот, хуараш, махлот, буйсюмой. Дала бертуэль, масера турбой. Селган я флуэнца, я сама вот самдина. Селган я таанду цошиндина лак дена. Мэнца болшнаха, селган лак чохтерду. Таан махлот чохтерду, и каем динаха. Пос да калацелет ханди на вой марш опорто да это было масаманте. Амин. Так, инстаган ёлшо передача ляцна ВСУ наступает и идет процесс вот этой войны, которая все не прекращает Россия, Аль-Цутаха и Панелдудо деш Дерегвайн Гуштар Удуэльче. Om sätter bäst om öbena tjuatsraska buhadina imetti kajakana Chabalach där hon dölsche och en massa husdo ishqecho imetti kajakana och mahka Gurjia Азербайджане hiç basot Sovet Союз территория цигшайн imetti halat daga öyle şey buş сардахалач Украинаю Чига томбеш мой добровольцы шпу дабан мой кигинах бокинах кигинах буш вы касюкас. Душайн долча авара чигвей это багат чига хатса наусдагач. Истач холдо сердала это бой. Амин. Тахида таана окружение гул бела чига. Сейчас контакт или третий или второй у меня до встречи Украина, Россия, Америка, идущий Буш. Там мелбиш, что мосума уже масарна марах дела, координат саумар, ерда ожда эльсасетен сабеш. Хагет яха. Вот Америка аж был царь Кюгл, хоть Трамп скречарей, царь шанса политику, параллело шира, вот ахкует, сакует, шакайла цалило чохтер Буш. Украинцы шлат хадахкат, шлат хадах дадал дезаш, из украинцы. Так межбор Путин царца бош богатыш. Так Путин кибаш от сумонта цардичун та царц берти вошвац, ша абор Украин мосутон саял езаш элла, генаха ölüyor вуз. Тер ölüyor хоша. Вуш мела чехца дальше чему цанаур. Долачаур это чех дальше дуня тонизм чех дала нисалче сердца абух борчхул абух борчхулса цунах кинот эха
شو دولا يهات أمبير باشوندوس وين محكنا وين خلقنا تيتش قومنشنا تناه وين ظلم خلر مي بيدا حدوش إشتلات شالدو كانت حديتشار أور أوكرين سوشيت إتعشبو شاي دعلاتيل ساتير تيليتورش حايوكوش تعش راسك دا أسكوش شوخت بتصار أوتسناخ شاينش أول يوشتسناخ بيدخل بوين مصنع دوتش لاتشدو تير أتو خلتشوينة ديكتر مصو أتسماخ عمل والإغاسك دا أرتسن تير إسكر دا أرا دحكن مش دا سويش دا أر دحتشوين مثلا أتو بوشون دول دين إيش تولخشدو أنت أخيوها درجة دوتش تربوشدو يرجع سيجات سانت خلر بيادوتشا سيجا إيران عدري تركيا عدري كيتاي عدري درجة هو سنة جاز ماشن مصو ساعة مدوير سنة حقول سيجنتشال إشتا إهم دول دينا وين أشوك وين متك نتشاي حوش سنة سجت ديش دو وين سنة هو خدو وين سنة ظلم إشتا خلاتش دو حال دينا سالات تشتو دو أهين زا وخليل تشوه وين سنة قيتشوا وين ظلم سخليته وين سمخل ديش مدار وين بوخت يرى وخلق بين ستسن يرى ويدعد الله ودينا تلاش نزل دعد خيش بتشالش يتو يزم بتشالك ياتس عدل داتس وقيدو وردو ومخ شو بحكن المستهون اعتبرش أميرش ديشوش أرع بولشار شعب بولشار تحتسنخ وين خدر وين قشلق سنخ سجت ديش دوي تاق إشتاتش دوتس ألشة غاسق متاع خيال دوش بولدانا سنا хахташ قدر خلشة сюда жоп плуду, по-русски, если говорить, ситуация сложная, идут переговоры уже вторые, третьи, вернее уже шестые или седьмые по всему миру, то в Саудии, то в других местах, то в Турцию, везде, и все никак не решаются эти вопросы, связанные решением вопроса мирного взаимоотношения и вывода российских войск. Россия требует, напротив, требует отдать им эти территории, на которых они находятся в данной ситуации. Они требуют, чтобы украинская, значит, власть отошла, а украинская власть не может отойти. Если да, она отойдет и согласится с этим, в конечном итоге надо задуматься, что будет потом. Потом будет то, что это было сделано незаконно, что это было в головах и умах людей и простых людей, и с точки зрения международного права это будет сильнейшее нарушение, грубейшее нарушение, это значит будет продолжение снова войны. Какая польза будет от этого народам, скажем, я имею в виду чеченскому народу и другим народам, которые находятся на постсоветском пространстве? Никакой пользы не будет, напротив, будет все еще хуже, если уступить в этой грязной войне, в этим грязным требованиям имперской России. Вот такая складывается ситуация в целом, и я думаю, что в конечном итоге никаких уступок Кремлю не будет, потому что это невозможно. Невозможно, потому что Украина не имеет права это делать. Никакие референдумы в ходе войны не проводятся. И если даже они проводятся, это будут подобные референдумы, которые провел Кремль на нашей территории в 2003-2004 годах, назвав его референдум под пулями и, значит, дулами автоматов. И тогда они провели эти выборы, и я не думаю, что какая-нибудь страна в мире после проведения этих выборов их признает. Когда у нас такие выборы Кремль провел с участием, значит, в этих выборах своих вооруженных солдатиков, их было около полумиллиона человек, практически сами провели выборы, сказали, что это чеченские. И, кстати, никакая страна в мире, ни Запад не признал это выборы законами. Тогда, то есть к ним приехал какой-то там мулла из Средней Азии, сказал, что это демократично. Это было просто вот изуверство сказать, что это демократично, тот, который вообще не признает со стороны, по религиозным обычаям и традициям, они вообще не могут это сказать, но они это сказали. Вот такая ситуация складывается сейчас и в Украине.
И мы думаем, собственно говоря, это мое мнение, что все идет к тому, чтобы ситуацию временно, значит, заморозить ситуацию, но война не прекращается, вопрос не решается. Пока что на такое вот, на перетягивание канатов туда-сюда стоит ситуация. Но в целом Украина не сможет и не может отдать, потому что это непозволительно с точки зрения международного права, потому что это во вред и Европейскому Союзу, Западу во вред, и это во вред всем государствам, которые образовались после развала Советского Союза. В общем, вот так вот, Аслан, если есть вопросы, давайте будем. Спасибо, Аят. Друзья, я вам напоминаю, задавайте вопросы. Вы можете задавать их здесь в ТикТок. Я их буду зачитывать для Аяда Идигова. Здесь же можете в YouTube задавать. А также вы можете принять участие в нашей сегодняшней беседе непосредственно сами, зайти на телеграм-канал, официальную страницу Президиума правительства, поднять там руку, и вам предоставят слово, вы сможете сказать свое мнение. Желательно по сегодняшней теме говорить. Вот сегодня, на сегодняшний день, в феврале 26-го, украинские силы проводили локальные контрнаступательные операции на нескольких направлениях. Есть подтвержденные успехи по данным аналитиков Института изучения войны и западных СМИ. В период с 11 по 15 февраля ВСУ освободили около 201 квадратных километра территории. Это самые быстрые темпы продвижения украинской армии. На запорожском направлении, и здесь ВСУ продвинулись и отвоевали несколько населенных пунктов в северной части Харьковской области. Также российские источники и военкоры чаще акцентируют продвижение вооруженных сил, но признают активность ВСУ на юге. Общая картина остается сложной. Украина наращивает давление на отдельных участках, но масштабного прорыва нет. Российская сторона продолжает наступательные действия на Донбассе, и переговоры в Женеве с участием США пока в тупике из-за разногласий по Донбассу. Вот все говорят, что Россия вот побеждает, надо ей землю отдать, это сделать, то сделать. Почему такие мы слышим призывы, когда Украина успешно обороняется, она бы и наступала бы, если бы не берегла бы, не экономила свой человеческий ресурс, своих солдат. Почему вот на этом все стоит, и все выкручивают руки Зеленскому и говорят: давай, делись, разговаривай, делись территорией и так далее. С чем это связано, Аят? Ну, связано это с тем, что империя, новообразованная империя, часть империи Советского Союза, она теперь стремится снова восстановиться, снова, значит, ее суть, ее цели, они не изменены. Она находится на этих вот недемократических основах, она снова расширит свои, значит, территории, и сказать, что в том, что расширяет свои территории, лишь только потому, что против этой России, против нее все выступают. В то время как вот эти все территории, которые они создали. Так, завис Аят. Аят, хэшварцо. Так, у нас небольшой сбой. Сейчас подождем, Аяда сейчас вернется. Друзья, я, как вы видели, опубликовал несколько текстов, и вот сейчас сегодня второй текст опубликовал по поводу того, что остров Чечень, по-чеченски Чечен, принадлежал и исторически принадлежит чеченскому народу, чеченскому обществу. И на эту тему я вас прошу заходить у меня и в X, и в Facebook, и, конечно же, на YouTube в разделе записи заходить, комментировать, принимать участие. Я привел доказательства, ссылки. Это не все, абсолютно далеко, то есть не все, там очень много еще
информации, просто это нужно потратить месяцы на то, чтобы всех все собрать. В принципе, работа над этим ведется. Самых главных, основных немецких, английских и даже русских историков и наблюдателей того времени я указал, поэтому привел цитаты и слова, по которым можно находить в цифровых архивах, которых имеются. Есть карты, обычно чаще всего такие вещи доказываются при помощи морских карт. Морские карты очень часто используются иностранными многими разными державами, государствами, и таким образом они фиксируются в разных источниках, причем не заинтересованных источниках, то есть не имеющих какую-то личную выгоду, чтобы что-то менять. Поэтому я больше на русских не ссылался, хотя в русских источниках тоже полно доказательств о том, что остров Чечен, и я привел и этого русского, который академика, который об этом подробно пишет. И я вас всех призываю распространять эту информацию, чеченцы. Мы должны знать, нам очень много рассказывают сказок, и мне самому было интересно узнать, откуда взялось название чеченцы. Некоторые говорили, что это со слова с кабардинского языка «щищен», что, в принципе, подтверждается, это вполне возможно, но откуда впервые это появилось и что это значит на кабардинском языке. Также нам рассказывали, что на арабском языке это слово значит что-то там благородное и так далее. И, короче, такие интересные вещи вбрасывались для чеченцев, чтобы им было приятно принять эту версию. Но я раскопал, и мы раскопали, что не только от кабардинского или арабского слова, или тюркского слова происходит слово чечен. И не столько, наоборот, эти слова заимствованы из чеченского языка. Чечен, у нас есть еще один населенный пункт, он до сих пор сохранился, русские его называют Чечен-Аул, пытаясь таким образом его отюречить, сделать его как бы не чеченским, русские так часто делают, и многие тюркские народы, которые там проживают и входили в российскую армию, они способствовали вот этому изменению. На самом деле Чеченская республика, чеченский народ, чеченское общество имело около 400 километров протяженностью Каспийского моря, и само вот название Чечен обозначается внутреннее пространство. Че или Че – это дом, внутренность, помещение, и оттуда идет это название. Чеченцы состоят из 40 разных народов, говорит Азербайджан сила. Ну, это было бы с вашей стороны, наверное, убедительно мне говорить такое, если бы я не был бы чеченцем и не знал свою историю. Мы состоим из одного народа, одного языка, одной культуры. И да, мы делимся как по фамилиям, по тейпам, у нас это называется тейпы. Но их было вначале не 40. Каждый тейп это уже другой народ. Нет, это не так. Абсолютно не так. Мы один народ. И наши враги хотели бы нас разделить на тейпы и разобщить. Нет, это не так. Даже бацбийцы, которые живут в Грузии и являются христианами, это стопроцентные чеченцы, это наша кровь. Но это не отдельный народ бацбийцы. Как в принципе и некоторая часть ингушей. Ингушей тоже, вот в Ингушетии тоже есть намешанные, в принципе сейчас есть и намешанные не чеченцы, не исконные чеченцы. Есть и среди чеченцев, но так ингуши это тоже чеченский народ, нохчи. И буквально несколько 100, может, 200 лет. Мы еще до конца не разошлись, скажем так, с ингушами, потому что на западе Чеченской республики Ичкерия находится граница Ингушетии. Так вот, у нас на территории Чеченской республики, временно оккупированной Ичкерии, живут люди, которые являются троюродными, четвероюродными братьями с ингушами. Они ездят на все мероприятия друг к другу, ингуши приезжают, чеченцы туда ездят. Поэтому мы один единый народ.
Ну ладно, сейчас этого уберем. Это вообще тут пропаганду здесь гонит, да? Потому что это... Я отвлекаюсь на него. Надо отвлекаться не на него. Мы говорили про остров Чечен. Так вот, в Аргунском ущелье у нас тоже есть населенный пункт Чечен, и русские говорят, что оттуда пошло это название. Но на самом деле остров Чечен или Чечена находится и был зафиксирован в морских путях еще в 1562 году. И с похожим фонетическим обозначением английский, британский дипломат, который рисовал карты до Персии, тогда указал этот остров. Еще за 150, за 160 лет до того, как в 1722 году на острове Чечена рыбаки и, видимо, пограничные люди встретились в первый раз с армией Петра Первого, который после разгрома Астраханского ханства двигался дальше в сторону, это называется у них персидский поход, двигался в сторону Персии. Ну вот там мы вот познакомились. И там же Россия впервые заложила крепость, она собиралась так пройти по-легкому, но чуть-чуть не получилось. И вот с тех пор, грубо говоря, уже 304 года Россия методично уничтожает чеченский народ, выселяет, сжигает, и все населенные пункты, плотность населения, как указывает немецкий, ну, в частности, я немецкий читал, указывают немецкие историки и путешественники, которые фиксировали именно Кавказ, Кавказская и Каспийский регион, и Кавказский регион. Они указывают, что плотность населения у чеченцев была очень высокой. Очень высокая. А добыча вот рыбы, и, кстати говоря, там добывался еще тюлень, нерпа, каспийский тюлень, нерпа, которых сейчас уже нет, не осталось. Пришли русские, понятно все. И озеро уже уничтожается само по себе. Что вот на этой территории было в промышленных немецкие историк пишет, что рыба добывалась, просто он был потрясен, в промышленных масштабах добывалась там рыба. И основные жители, рыбаки, вот это, не только, конечно, они, но основные были акинцы, эхки. Это те самые эхки, которых до сих пор выживают, выдавливают с территории сейчас уже Дагестана. Кстати говоря, стоит отметить, что слово Дагестан, Дехстан, земля отцов, тоже имеет чеченское происхождение. Дехстан, Дагестан. И ауховские чеченцы, которых мы часто слышим, которые не могут заселиться в дома в Хасавюртовском районе, свои дома, которых после 1944 года они не могут вернуться, после репрессий фашистской России в отношении чеченского народа. Это небольшие остатки тех акинцев, которые жили на краю, на берегу Каспийского озера или моря. И это очень важно, друзья, мы это должны знать. Бесщадно добываются полезные ископаемые на всей территории нашей страны. На сегодняшний день Чеченская Республика оценивается где-то в 17 тысяч километров, извиняюсь. А на самом деле, по тому, как вот я высчитал, около 40 тысяч квадратных километров было на тот момент, на момент начала 18 века, 1722 год, когда первое вот это боестолкновение произошло с русскими. Ну, там тоже русские, тоже я их пытаюсь не писать, потому что они не совсем русские. Там русского языка как такового еще не существовало. Люди говорили на разных языках. Сейчас были немцы, там были шведы,
Ну, короче, огромное количество офицеров, ну, по фамилиям даже можно определить, что вот первые, которые шли вот на персидский вот этот поход свой, это были офицеры не русские. Русские или так называемые русские холопы, которые на тот момент были рабами, которых на 25 лет забирали в армию того периода, от каждого двора один мужчина на 25 лет, от каждого, то есть от каждой семьи или от каждого дыма это называлось. Труба, откуда шел дым, это считалось семья. Их вот так считали. И вот от каждой семьи каждый должен был выделить одного своего сына на 25 лет в армию, российскую армию Петра. На тот момент, 722 год, это была самая передовая армия, морская, в том числе держава, Россия, которая была переформатирована из Московского царства в Российскую империю Петром I при помощи Запада, вооруженные Западом, вооруженные западными кораблями, западными пушками, западными ружьями и методом ведения войны. То есть залпами, там, толпой выстраивались, стреляли и так далее. Все это делалось по западным образцам. И они были на голову разбиты рыбаками, фактически. Конечно, каждый чеченец был воин, чеченцы и с 15 лет воспитывали и воспитывают сыновей как воинов. Но вот они были там разбиты. Но это продолжалось очень долго. Сама дорога, которую нужно было пройти русским по территории Чечни, и в том же по Каспийскому побережью составляла около 400 километров. И все 400 километров русские строили крепости, разные такие мощные заслоны, чтобы они могли передвигаться. И это занимало у них десятки лет. Это все продолжалось. И вот мы пришли к тому, чему пришли, как так сказать. Так, Аят не может войти. Сейчас я попробую еще раз. У рыбаков было оружие. Да, конечно, Самбек. У чеченцев всегда было оружие. Это обязательно было, считалось. Потом уже, когда уже боевые действия усилились, и чеченцы начали нести потери, их, и, знаете, воевали не только русские, вот эти холопы и их хозяева иностранные. Не только они воевали. В принципе, определенная аналогия сегодня тоже по этому поводу прослеживается. Россию вооружают, России дают карачка Буша, России дают оружие, деньги за ее нефть. И она ведет, как говорил Борис Березовский, историческую борьбу против мусульманского мира, так сказать. Да? Короче говоря, все связано, оказывается, в этом мире. И Россия как была псом цепным, так и таким исполнителем грязной воли. Такой вот она и остается. Причем, когда ее уже с цепи отпустили, она еще хуже стала. Так вот, когда чеченцев убивали, выселяли, было 6 депортаций всего, нам известно, широко известно, только 1944 год, а на протяжении всего этого времени 6 раз чеченцев депортировали, не считая того, что с гор сгоняли. Это не считалось депортацией, это просто было изгнание на равнинные территории, чтобы не было набегов. И вот, когда было положение тяжелейшее, чеченцы начали и женщин призывать, обучать сражаться, воевать и так далее. И женщины сражались. И было очень много эпизодов, когда женщины себя проявили очень мужественно и достойно. Например, в одном из, много таких случаев было, один раз, это уже 19 век, когда Дади Юрт был уничтожен полностью, и в плен были взяты живые несколько женщин, несколько десятков женщин. Их приковали одной цепью, посадили на лодку и перевозили их на другой берег реки. И конвой, который их держал, они были прикованы друг к другу цепями. Они схватили за шиворот этих конвоиров и вместе с ними бросились в реку. И все эти, не помню, там 20 или 30 женщин,
утонули. Это известный такой, широко известный среди чеченцев факт. Но таких случаев очень много было. Сейчас ждем да, и я вам завтра еще расскажу. У нас очень много сейчас собирается информации по этому поводу, и я хотел бы максимально, хочу вас, чеченцев, попросить, чтобы вы распространяли эту информацию, максимально привлекли внимание. Здесь речь не идет о том, чтобы выселять дагестанцев, воевать против дагестанцев. Ни в коем случае речь об этом не идет. Мы, кавказцы, договоримся, если оттуда уйдет Россия. И речь идет только о праве коренных народов. И речь только об этом. И мы должны, чеченцы, четко и точно же знать, где наша земля, что нам принадлежит и что нам полагается за то, что некоторые нефтяные компании пользуются тем, что принадлежит и исконно добывается с наших земель, с наших ресурсов. Вот такие вот, друзья, дела. Так. Не заходит аят. Не знаю почему. Такс. Так. Ну, давайте будем, да, не просто сидеть. Белую расу называют кавказской во всем цивилизованном мире. Да, Самбек Путаев, совершенно верно. И это тоже идет от немецких ученых, от немецких антропологов. Они посчитали, это гипотеза, это теория, о том, что белый человек произошел с Кавказа. И с тех пор, и в Америке до сих пор это используется. Сейчас, правда, некоторые пытаются немножко это дезавуировать, потому что это... не хотелось бы, не хотелось бы говорить, что твое исконное происхождение находится в геноцидном состоянии, Россия уничтожает и так далее, и так далее. То есть наши дети вырвались от нас и нас забыли, наших своих отцов дело. Но ничего делал, ничего. Так. Вот такая вот, друзья, задавайте вопросы, пишите, будем ждать. Холоп должен быть голодным, пьяным и нос в табаке. Петр I, царь холопов. Да, не говори. Да. Вот такая вот интересная. Я вам еще, друзья, видео запишу по этому поводу. Я хочу, чтобы чеченцы все об этом узнали. Не только чеченцы, конечно же, все об этом узнали. Опять же, я напоминаю всем нашим соседям, мы не собираемся вас оттуда выселять там и так далее. Мы хотим установить историческую справедливость. Понимаете? Мы должны, наши дети, внуки должны знать, что это наша земля. Да, там кроме чеченцев тоже жили люди,
и есть автохтонные народы, есть народы, которые кто-то раньше пришел, кто-то позже. Кавказ – это такой перешеек, такой вход в Европу, ворота в Европу, и находится между 3 морей: Каспийское, Черное, Азовское море. Некоторые и претендовали все время, последние сотни лет, на эту территорию 3 империи. Это Персидская империя, Османская империя и Российская империя. До этого там и были и монголы, были и другие туда к нам приходили, с ними тоже приходилось знакомиться. Но основные 2 конкурента потом на этот долгое время были персы и русская империя. И немецкие историки указывают, что была 3-я сила. 3-я сила – это были чеченцы. Вот эти 2 империи пытались между собой воевать, и всегда им приходилось иметь дело еще с 3-й силой, с нами. И вот они с 2 сторон договаривались иногда, и с 2 сторон вместе уничтожали чеченцев. Вместе. Что персы, что русские. Также стоит отметить вклад Османской империи. Да, некоторые чеченцы не приняли ислам, тогда еще имели свое языческое верование. Но под этим видом сперва пытались османы завоевывать нас, потом пытались под видом ислама нас вербовать. И было организовано, сформировано Кумыкское ханство. Там это тоже потомки тюрков, которые там оказались. Некоторые утверждают, что они где-то в 15 веке появились на Кавказе, вот именно в это время, где-то 500 лет назад. Некоторые утверждают, что это было в 18 или в 17 веке, но четко зафиксировано, что где-то в 17-18 веке уже кумыки имели свое ханство и тоже исповедовали ислам. И через кумыков, нам часто говорят, аварцы там нам ислам принесли и так далее. На самом деле больше всего ислам через кумыкских проповедников к нам приходил. Кумыкские проповедники, мы вместе с кумыками тоже принимали участие в борьбе против и России, и не только кумыки, и лезгины, и многие другие, и аварцы, которые проживают, и многие другие, и грузины, и не делились тогда люди по религиозному принципу. Если пришел враг, все объединялись и начинали вместе сражаться. Но отличие от кумыкских мусульман и чеченских мусульман, пишут немецкие ученые, отличалось тем, что было непонятно их взаимоотношения, потому что у кумыков была четкая феодальная иерархия, где были свои князья, ханы, и которые к людям относились очень плохо. И свободные чеченцы, которые также исповедовали ислам, но никакой никакого феодализма, никакой монархии никогда не было у чеченцев. И это всем казалось, западным исследователям, историкам, казалось очень странным. Как так? Получается, что вроде исповедуют одну религию, но очень разные эти люди, получается, по себе. Также нужно отметить, что кумыки много раз переходили на сторону, договаривались с чеченцами, об этом тоже говорят источники, что кумыки заключали договор с чеченцами, что вместе будем, а потом становились за русских, ну а чаще всего за османов, за турков принимали сторону, и много раз чеченцы получали, так сказать, под дых удар. Вот такая вот была ситуация. Сейчас территория, которая находится в акватории острова Чечен по-чеченски, она переписывается, история, она приписывается кумыкам и так далее. Это абсолютно не так, и это легко опровергается. Да, российская пропаганда уже много наврала, что там много подделок и так далее, но если взять независимые источники, западные европейские источники, это указывает, что это 100% не просто Нохчи находились. Нохчи – это самоназвание чеченцев, но и находились, даже указывается, что основные вот эти рыбаки у немцев, указываются, акинцы были. Еще
ококонцы еще их называют, немецких изданиях. Они там были, ну не только акинцы, там еще другие тоже проживали. Потому что территория была 400 километров, и эти 400 километров, и, ну, это было одним из самых главных средств существования, основным средством существования, потому что этой рыбой и всеми другими, то, что извлекалось из воды, в том числе даже уже нефть тогда добывалась, не в таком количестве, как сейчас, конечно, но уже начали ее добывать, использовать ее. Вот это все было у нас отнято. Выдавлены были чеченцы, все это забрали. И для того, чтобы чеченцы не думали даже претендовать на остров, на Каспийский шельф, на выход в Каспийское море. Кстати говоря, я узнал, что всего Каспийский шельф, Каспийское море, или Каспийское озеро, если быть точнее название, потому что у него нет прямого выхода в океан, и поэтому оно считается озером. Но так как есть прорыт искусственный канал, он называется море. И здесь указывается, что Каспийское озеро, море, водоем внутриконтинентальный, площадь 370 тысяч квадратных километров, глубина до 1 километра, оценочные запасы нефти и газа более 15 миллиардов тонн. Это где-то 8% от всех мировых запасов. 8%, почти 10-я часть всех мировых запасов находится на Каспийском вот этом шельфе. И общая цена вот этих 15 миллиардов тонн, в мире всего 230-280, считается, что миллиардов тонн нефти, 15 миллиардов тонн нефти, если считать их в баррелях, получается 110 миллиардов баррелей, и оценивается где-то 7,5 триллионов долларов. Каспийское озеро, Каспийский водоем этот, он поделен на 5 государств, между 5 государствами выхода к Каспийскому морю. Это Иран, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Россия. Вот на эти страны делят. Самая большая протяженность у Казахстана и у России считается. И вплоть до Азербайджана или до лезгинов, которые живут на границе с Азербайджаном, вот до этой территории, вот это вся, ну, может быть, вместе с лезгинами эти 400 километров оценивается, был побережье Каспия принадлежало чеченцам. И вся территория Дагестана сегодняшнего, она также имеет название Дагестан, земля отцов по-чеченски, Дагестан. И именно оттуда идет название этого. И народы, которые там проживали, некоторые, кто-то автохонные народы, давным-давно с нами там проживают, а некоторые либо были вместе с колонистами приходили, либо как оккупанты-завоеватели, либо это были торговые отношения, торговые пути, где люди оставались, их принимали, это было свободное общество, там не было никаких проблем. Главное, чтобы ты не мешал проживающим там людям. Как-то так, друзья. Ну вот Аят мне не отвечает. Не знаю, что с этим связано. Так, давайте я почитаю. Кавказ – одна цивилизация со многими нациями и религиями. Абсолютно точно, Асланбек. У Кавказа один отец. Да, совершенно верно. Кумыки – те же турки, и им религия как метод завоевать. Знаешь, Рикаро, я иногда с тобой не согласен, бывают какие-то острые вещи ты иногда говоришь, но здесь я не то, что свое мнение говорю, я не знаю просто, чем там кумыки занимались все это время, но немецкие историки говорят о том, что именно так, именно через мягкую силу, через религию,
через вот кумыков действовала Турецкая империя, и она направляла нас против России и иногда против Персии, но чаще всего против России. Она помогала воюющим чеченцам и вот таким вот образом способствовала. И для того, чтобы управлять, потихонечку внедряли ислам. Это об этом говорят немецкие. Я это все буду публиковать просто очень много. Я сейчас сосредоточился не на вот этих вещах. Это просто очень интересно, просто захватывает. Ты можешь сидеть просто часами все это читать и просто не уставать от чтения просто-напросто. Это очень интересно. Слышал, что Каспий мелеет. Да, Каспий мелеет, это правда. А буквально 6 лет тому назад в войне с армянами ислам к джихаду призывал, когда Армении помощь отправили и признали Палестину как государство. А буквально 6 лет тому назад в войне с армянами ислам к джихаду призывал. Когда Армения... Я, знаешь, Рикаро, я думаю, что сейчас будет работа вестись и против армян, и против азербайджанцев. Уже Россия ведется. Просто среди азербайджанцев такого количества агентуры у русских нет. К большому сожалению, среди армян их очень много. К большому сожалению. Потому что очень прорусские армяне всегда были. И большая диаспора, больше, чем даже азербайджанская, находится в России. Но здесь, в принципе, я думаю, чеченцев, дагестанцев, ингушей и других мусульман Кавказа будут сейчас провокации будут, и мы должны сейчас об этом говорить, чтобы их предотвратить. Мы не должны им позволить повести нас на убой друг с другом, чтобы мы начинали друг друга убивать, взрывать и так далее. Будут провокации, большие провокации, я думаю, они готовят это у нас. Там что-то армянам сделают, потом что-то чеченцам сделают, потом что-то азербайджанцам сделают, и потом заявят, что вот мы там священная какая-то это все чушь собачья. Армяне и азербайджанцы лично друг с другом не воевали, ничего личного не имели, кроме когда там османы приходили. Османы очень много против нас воевали, но потом они использовали религию, и вот этой мягкой силой они там не прямо конфликтовали, не конфронтовали, конфронтацию с нами вступали, потому что было не очень выгодно с нами конфронтировать, было удобнее нас, так сказать, сделать своими союзниками и уже против России, потому что Россия вела такую страшную геноцидальную войну, что чеченцы до конца, вот в 1722 году мы фактически до этого тоже были столкновения, еще при Екатерине были и так далее, столкновения. Но после 1722 года, когда уже официально уже и чечен имя они за нами закрепили, они начали всячески использовать разные методы уничтожения из поколения в поколение. Они, кстати говоря, на острове Чечен, был подписан первый договор между русскими и этими войсками Петра и чеченцами, между Нохчи. И в этом договоре они обязались друг на друга не нападать. И Россия нарушила этот договор. Как это она сделала в 1999 году, когда в 1997 году она подписала с Масхадовым договор о мире и принципах взаимоотношений, а потом напала. Понимаете? Вот как было. Поэтому если исходить из того, что там до середины 19 века шла война, грубо говоря, эта война где-то продлилась, даже когда сдался имам Шамиль, эта война продлилась более 100, где-то 30 лет или около того. Представьте себе, эта война, то есть на 5 поколений. 5 поколений чеченцы сражались, русские слали своих холопов, выжигали, уничтожали, просто все уничтожали. То же самое касалось черкесов, которые тоже так же вырезали, тоже так же уничтожали. Вот это было очень-очень
много. Они специально внедряли в один регион две разные религии, чтобы разделять фундамент. Ну, я не думаю, что специально там внедряли две религии. Я думаю, все-таки некоторые вещи происходили естественным путем, потому что признать, принять религию – это не дело одного дня. Особенно для таких людей, как кавказцы, которые имеют очень четкие свои корни, и новое что-то принять для них, я думаю, это занимало очень много времени и шло поколениями. Но когда вам тяжело, когда вас уничтожают, эта работа ведется легче. Да? Когда вас уничтожают, и вы понимаете, что кроме Бога вам обратиться некому, и вот тут вам приходят рассказывать, что вот это вам поможет. Вот ваш Бог вам не помогает, там, например, какие-то язычники, а вот примите там христианство, там, мусульманство, вот тогда у вас все попрет. Ну, вот такая вот манипуляция, скорее всего, в этом контексте велась. И я думаю, вот эти годы войны, этот век, более века войны, то есть с перерывами, где-то отступали русские, потом снова, потом опять. Короче, вот такую вот делали. Я знаете, что думал, когда читал все это? Я думал, что тогда нужно было чеченцам не обороняться. Тогда, по-моему, около 10 миллионов, 15 миллионов было. Вот эта Российская империя состояла из 15 миллионов человек, кавказцев, чеченцев. Нохчей было где-то около 2 миллионов. Еще там проживали черкесы, которых тоже устроили геноцид, вырезали только там около миллиона человек. Только вот эта Красная Поляна, вот эти все территории, это все было усеяно черкесскими телами. Если бы все объединились бы в единый кулак и пошли бы на Петербург, на Москву, я думаю, тогда бы им пришлось бы стать империей, конечно, но они бы одолели бы их. Но, видимо, не посчитали нужным так действовать и занимались только обороной. А эта оборона нескончаема. Причем это не только с Российской империей, которая имела передовые европейские западные технологии, возможности, еще и с перцами приходилось, которые им уходят в акваторию Каспийского моря. Ну и, конечно, с османами тоже постоянно приходилось иметь дело. Хотя уже чуть позже османы, как я сказал, уже не вели с нами напрямую войну, а пытались мягкой силой, хитростью, шпионом, дипломатией захватить нас. Так. Мне дедушка говорил, что Моздок – это был населенный пункт Мозлок, старое чеченское имя. И я тоже слышал, что Моздок – это чистая наша земля, чеченская земля. И я слышал, что после возвращения Казахстана, знаете, как депортация происходила? Те, кто жили на окраинах, например, вот Ауховский район, Акинцы, там тот, кто жил в Моздоке, их отсылали в самые тяжелые места, чтобы они вообще погибали. Им отдавалось приоритетное место на уничтожение. Приоритетная позиция, чтобы их первыми уничтожать, чтобы они не могли вернуться. И точно так же Ауховского района это касается, очень много там проживало людей раньше, возвращаться фактически уже было мало кому. То же самое касается Моздока. Многие абсолютно не вернулись, многие там, погибли, рассеялись, растворились и так далее. Ну, в основном все погибли. Да, Моздок тоже это чеченская земля, и Владикавказ, до Владикавказа это все чеченцев, ингушей земля. Я не делю эти два народа, потому что это производные от одного народа. Так. Ну вот Ая не заходит. Что случилось, не знаю. Сейчас, давайте я вам позвоню.
Так, не получается что-то. Не получается. Вот такие вот интересные дела. Друзья, ну давайте пока нет наряда, я вам зачитаю вот текст, который мной написан буквально сегодня. И потом я из этого сделаю отдельный ролик. Итак, чеченский остров Чечен в Каспии. В российской историографии происхождение этнонима чеченцы традиционно связывается с топонимом Чечен-Аул XVIII века. Самоназвание чеченского народа Нохчи. Однако комплексный анализ позволяет выдвинуть более обоснованную гипотезу. Этноним является экзоэтнонимом морского происхождения, производным от древнего названия острова Чечан по-чеченски, в Каспийском море. Экзоэтноним – это значит, вас так назвали другие, то есть это имя, которое дали не само название народа, а то, что дали другие. Локация крупного населенного пункта Чечен-Ойла или Чечена или Чечен, русское название Чечен-Аул, идеально подтверждает лингвистическую логику корня Чуэ. Этот населенный пункт исторически возник в стратегической котловине именно там, где Аргун выходит на равнину, образуя своего рода ворота или защищенный вход во внутреннее пространство горного массива. Назвать это место Чечен, внутренняя территория, было естественным для нахского языка обозначением географического статуса земли. Таким образом, и Каспийский остров, отделенный от открытого моря косой и образующий защищенную заводь, является идеальным воплощением внутренней территории. Чечен и предгорный городок получили одинаковое имя по одной причине. Оба объекта воспринимались как внутренние территории. Лингвистический фундамент концепции внутреннего пространства. Ключом к пониманию топонима является нахская лексема чуэ. Внутреннее пространство, помещение, дом. В чеченской морфологии при переходе в локативную форму указания на место корень принимает вид че. Суффикс «н» генитив прилагательно формирует конструкцию чечен, что буквально означает относящийся к внутреннему пространству. То есть это наше, если это на границе находится какого-нибудь там ущелья или озера или своей страны, это обозначает как Чечен. Это вот край, это наше. Вот застолбить, так сказать. Это исторический пласт, который я сейчас приведу, это британские донесения XVI века и немецких академических экспедиций XVIII века до российских рисуют картину чеченского присутствия на Каспии, которые долгое время оставались в тени. Это живая летопись народа, который веками держал в руках морские ворота Кавказа. Ниже представлен детальный разбор с точными цитатами и ссылками на первоисточники, доступные в западных цифровых архивах. Энтони Дженкинсон, 1562 год, первое упоминание. Британский посол королевы Елизаветы I зафиксировал на своей карте Россия, Московия et Tartarian Descriptio. Остров под названием Чаталет. Для западной картографии это точка отчета. Дженкинсон, будучи опытным мореплавателем, фиксировал названия, которые использовались местными лоцманами. Фиксация топонима Чаталет, транслитерация, близкая к Чечен, в морских лоциях XVI века указывает, что это название, вероятно, уже использовалось как навигационный ориентир задолго до XVIII века, в котором традиционно привязывают происхождение этнонима чеченцы. Этот факт усиливает гипотезу о морском происхождении этнонима как возможного экзоэтнонима. То есть вас назвали другие вот таким вот названием. Питер Генри Брюс,
1722 год. Военная правда. Капитан Брюс был военным инженером, который лично сопровождал Петра I в своих мемуарах Memoirs of Peter Henry Bruce, Esquire, изданных в Лондоне в 1782 году, он оставил свидетельство, которое невозможно оспорить. Точная цитата. The Island of Chechen takes its name from a people who live on the continent opposite to it. Остров Чечен берет свое название от народа, но если читать, как он говорил, переводить, остров не Чечен, а Чечен, берет свое название от народа, живущего на материке напротив него, пишет Питер Генри Брюс. Брюс прямо увязывает название территории с этнонимом народа. Для европейского исследователя это фундаментальное доказательство того, что чеченцы были не пришельцами, а коренным населением, чье имя было неразрывно связано с этой акваторией. Иоганн Густав Гербер, еще один немец, 1728 год, карта суверенитета. Немецкий географ составил описание Nachrichten von denen an der westlichen Seite der Caspischen See. Известие о народах на западной стороне Каспийского моря. Гербер описывает чеченцев как независимую политическую силу. Он фиксирует, что именно сопротивление и активность этого свободного общества в прибрежной зоне делали навигацию и сухопутные переходы России невозможными без мощных укреплений, таких как крепость Святой Крест. Его данные утверждают, что чеченские отряды контролировали коммуникации на сотни, около 400 километров вдоль моря. Четвертое. Самуэль Готлиб Гмелин, 1770 год. Экономическая мощь. В своем труде «Reis durch Russland zur Untersuchung der drei Naturreich» Гмелин детально описывает быт региона. Он поражается масштабом морского промысла чеченцев. Он описывает, как жители материка, чеченское общество, массово выходят на остров Чечень для ловли тюленя, нерпы и рыбы. Любопытный факт. В словаре 1863-1867 годов словарь Даля, Чечень – это большая плетеная корзина или садок для хранения живой рыбы. После захвата острова и установления контроля над местным рыболовством варвары стали называть специфические чеченские плетеные корзины для улова чеченями, именно по названию самого острова. Таким образом, промышленный инвентарь и наименование нашего народа получили свои имена от этого стратегически и экономически важного участка суши. Гмелин ломает стереотип о чеченцах как о сугубо горном народе. В его описаниях это народ мореходов и промысловиков, чей суверенитет над островом Чечень подтверждался вековым хозяйственным использованием этой земли. Пятый, тоже немец, Иоганн Антон Гюльденштедт, 1770-е годы. Границы и язык. В книге «Reisen durch Russland und im Kaukasischen Gebirge» Гюльденштедт фиксирует этнические границы. Точная цитата. Die Tschetschenien bewohnen das Land zwischen den Flüssen Terik, Sunja und dem Kaspischen Meer. Чеченцы населяют землю между реками Терек, Сунджа и Каспийским морем. Гюльденштедт четко обозначает Каспий как естественную восточную границу чеченского расселения, подтверждая достоверность источников о 400-километровом побережье. Шестое. Согласно материалам Петра Григорьевича Будкова, видного русского историка, академика Петербургской академии наук и сенатора, Российская империя официально зафиксировала войну с чеченцами в районе Аграханского залива устья реки Сулак
1722 году в ходе персидского похода Петра I. Будков описывает, как корпус бригадира Ветерани столкнулся с атаками чеченских людей при высадке десанта и продвижении, что вынудило Россию построить Аграханский ретраншемент, крепость для контроля территорий. Подробности можно найти в трудах П.Г. Будкова «Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год», изданном Императорской академией наук. Эти источники в один голос утверждают: Каспийское побережье от Терека до Сулака было не просто зоной влияния, а исконным домом чеченского общества. Остров Чечень – это памятник былому морскому величию Нохчи, зафиксированный в лучших академических трудах Европы. Европейские карты XVIII века фиксируют территорию, значительно превышающую нынешние границы. В 1780-х годах немецкий исследователь Якоб Рейнекс в своем фундаментальном труде «Historisch-topographische Beschreibung» Так, друзья, к сожалению, я не успел дочитать, придется заново все это написать. И вы меня сейчас слышите? Скажите, слышите? Скажите, слышно меня, друзья? Слышно? Я спрашиваю тех, кто в YouTube обычно. После звонка пропадает звук. Сейчас я могу сам проверить. Слышно, все отлично, да. Не буду проверять. Я заново, наверное, закончу сейчас стрим. Может быть, я хотел, чтобы не обрывать этот стрим, дождаться Аяда, уже 68 минут в эфире. К сожалению, стрим не удался. Сейчас я попробую еще раз Аяду позвонить. Так. К сожалению, вот случилось то, что случилось. Я постараюсь отдельно записать тогда это видео, чтобы в отдельном формате выложить его, и чтобы это было для нас немножко информации. Я тогда свой стрим закончу, друзья, потому что, в принципе, надо с Аядом поговорить. Ждите от меня видео тогда. Видео ждите и по поводу, кому принадлежит остров Чечен, и о том, что Лукойл и Роснефть зарабатывают на наших природных ископаемых, исконно, которые принадлежали нам, зарабатывают себе деньги.
Всего хорошего, друзья. До свидания. Адекюэль Машройль.